ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В администрации Ухты прошли публичные слушания по проекту правил благоустройства муниципалитета. Обновленный свод насчитывает 24 пункта, начиная от проектирования и заканчивая ответственностью, которая грозит за нарушение правил. Только вот к самим правилам у жителей города, которые могли поучаствовать в слушаниях, оказалось много вопросов. Так, предпринимателям явно не понравился пункт, в котором запрещено оборудовать отдельный вход в цокольный этаж жилого дома. По их мнению, от этого пострадает малый бизнес. В принципе, на сегодняшний день достаточно того, что 70% граждан этого дома должны проголосовать за то, чтобы разрешить возможному предпринимателю это сделать. Дополнительные ограничения здесь, я думаю, совершенно не нужны. Потому что на сегодняшний день у нас и так печальное положение по поддержке малого бизнеса. А можно даже сказать, он просто уничтожается. А некоторые пункты и вовсе вызвали недоумение. Обязаны ставить урны в зонах отдыха не меньше одной на 5000 квадратных метров. Согласитесь, как-то маловато. А в парках и скверах почему-то в первую очередь запретили стирать белье. Благо, рабочая группа по проекту уже устранила эти маленькие оплошности. Но это не изменило того факта, что некоторые актуальные проблемы все же обошли новый документ по благоустройству стороной. Например, расширение парковочных зон в жилых районах. Также нигде здесь в этих правилах не указаны решения этих проблем. У нас на сегодня автомобильный парк все увеличивается. Людям надо где-то ставить свою технику. Соответственно, фактически это сродни уже бардаку происходит у нас во дворах. Поэтому тоже в этих правилах благоустройства должна отводиться этому особое внимание. Также в новом перечне правил горожан хотят заставить согласовывать с управлением архитектуры любые изменения на балконах и лоджиях. Как минимум, это неудобно. Хотя удобство современной Ухте и так только мечта, особенно для маломобильных групп. В новых правилах благоустройства, кстати, им отвели внимание. Потом при проектировании и благоустройстве муниципального образования необходимо обеспечить доступность для маломобильных групп населения в соответствии с законодательством. То есть четко не прописано, как это все расплывчато, с каким, что законодательство, какие снимки будут применяться, то есть кто это будет контролировать. Отдельная просьба от Ухтинского общества инвалидов внести в документы обязательное согласование с ними ремонта и строительства пешеходных дорожек и прочих объектов общего пользования. Всего же на публичных слушаниях было озвучено 24 пожелания изменить перечень правил по благоустройству. Какие войдут в конечный вариант, узнаем к концу текущего года. Новые правила благоустройства вступят в силу сразу после одобрения ухтинских депутатов.